что, Афанасий, Да. Романович, Ну, ты давайте. начнешь или я начну? Все, сейчас мы будем начинать. Так, ребята, мы сейчас сперва всем добрый вечер. Канал Жизнь Авиана всех приветствую. У нас вечер. У нас вечер, да, уже поздно уже. 21:00. Так, ну, мы сейчас сегодня будем готовить, это мой друг Дмитрий, будем готовить вместе с компанией Тапурей, будем готовить это уникальное мясо якутского оснежего барана. Он у меня свежий, вот в этом году у нас была охота до начала августа. Так, ну, что? А скажи про зерноварку, Дима. Так, ну сегодня вот мы хотим рассказать про полезнейшую вещь на кухне. Это зерноварка. Такая вот кастрюлька, посуда в виде кастрюльки такая, да, из высококачественного полимера объемом 3 литра. В ней можно готовить все виды круп вот, в микроволновке. Сегодня мы с мясом, к мясу гарнир делаем рис. Вот рис мы промыли. Добавляем, значит, сюда заливаем воду. Вот такой есть пеногаситель специальный вот, у зерноварки. И крышечка такая плотная, да? Вот. Ее закрываем и на 12 минут отправляем в микроволновку. И занимаемся мясом. Сейчас мы все это продемонстрируем. Значит, вот такая вот чашечка риса. Значит, мы добавляем 2 чашки воды. 1 к 2 получается, да, у нас. Очень просто в использовании и экономит кучу времени. Самое главное, ребята. Вот. Рис, гречка, все виды круп ежедневно используемых готовятся вот в ней на ура. Все, отправляем. Афанасий пока режет мясо. Вот олень домашний, нагулял столько жира, видите, да? Это вот считайте вот, 2 пальца. Но мой друг Афанасий говорит, что бывает и вообще еще жирнее. Ну, я считаю, куда жирнее, да? Вот. Постное мясо, конечно, тоже есть не жирное, но такое мясо, оно готовит одно удовольствие. Очень. И его, главное, кушать надо очень быстро, пока горячее оно. Сейчас мы добавим сковородку, это у нас жира, чтобы у нас наше мясо радовало сочно. Белок у нас жарится. Немножко растительного масла мы добавим. Сейчас основное вот, жир добавим. Сало. Запахи неимоверные просто. Это при том, что мы еще не добавили приправы. Ну, как я уже сказал, мы по минимальной. Соль, перец. Все. Лук. Зелень мы, в общем, и так нарежем. В виде салата. Некоторые жилки, вот эти все прожиленные, это надо, конечно, убирать, срезать, чтобы
мясо было мягкое. Некоторые мелкие косточки выкидывать не стоит, надо в сковородку их отправлять. Это придает насыщенности бульону, равным бульончиком. Ну и, конечно же, готовить надо с настроением всегда. Верно, да, Афанасий? Так точно. Даже в тайге, когда человек вот готовит, не просто он готовит, Как говорится, от души. да, без лишних Душу друзей. надо дать, да? Конечно. Такое дело не просто так. Или он не требует рекламы. А я хочу вот немножко рассказать про ножик, тоже фирмы Таповой. Точнее, набор ножей. Вот он идет как в такой подставке, так и поштучно продается. Таких очень удобных. У них есть такие ножны пластиковые. Видно, да? Вот. Такие наборы на кухне, очень полезная штука тоже. Вот. Им точилка тоже продается отдельно. 5 штук, да? 6? Здесь целый набор, здесь он состоит из значит, 7 ножей и ножниц. Как мы уже сказали, мы будем готовить сегодня непростое мясо, эксклюзивное. Используем жир домашнего оленя, да? Да, Мясо домашний олень, да. используем мы снежного барана, да? Купить в Якутске свежий дикий баран, практически, ребята, невозможно. Никто не продает, никто. Нету в продаже. Но это объясняется чем? Тем, что охота очень сложная. Да. Это очень уникальная охота, очень редко. Потом лицензию тоже добыть очень сложно, да? Да. Расскажи немножко про это Баран дело. у нас обитает в горах Якутии. Это в Верхоянском хребте, Мумском хребте. Афанасий, он является, значит, представителем коренных малочисленных народов Севера, да? Афанасий? Да. Он не просто охотник, любитель, а он профессиональный охотник, к тому же блогер, ведет свой канал на ютубе, потом в инстаграме «Жизнь Эвена», Эвен Лайф. Подписывайтесь, я говорю, что вы время не потеряете зря. Вот. Эксклюзивные снимки, видеозаписи, которых нигде не покажут вам. Вот. Насколько увлекательна охота, Афанасий? Так, ну, как сказать. Вот в этом году мы еще были, начало августа были на охоте, добыли якутского барана. Были сняты очень такие интересные фото и видео. У меня в канале там есть видео. Это супер охота на якутского снежного барана в Якутии. Было очень интересно, ребята, очень увлекательно. Конечно. Каким характером должен обладать охотник, Ну, как охотящийся сказать. на горного барана? Это не та же самая охота, как Да, на это- Сахатова же, правильно? Да, это очень такая интересная охота, очень трудная охота, ребята. Очень надо быть физически, надо быть очень подготовленным. Баран обитает только в горах, высоко в горах, от 1000 до 2000 метров. Ну не только физически, но и технически, да, Афанасий? Да, Скажи, точно, вот точно, какие, точно, какую Ну, технику да. вы используете, например? Ну, не точно техника, ребята, там надо как-то, надо быть как-то, эвеном надо быть, чтобы добыть вот такого барана. Ну то есть это в крови должно быть, в Да, генах, это уже, считаем, в генах. Эвены испокон веков издревле охотились на этого животного. Ну что, Мясо оно жесткое, вот как готовое мясо, когда готовишь барана, или оно мягкое? ну, смотря от возраста, конечно. Запах специфический есть?
Запах чуть-чуть какой-то вот есть, да. Есть, да? Да, да, да. То есть на любителя, да? Можно сказать на любителя, да. Сегодня мы Некоторым- используем два вида Да. мяса здесь же, да? Да. То есть мы здесь взяли кусок, значит, Да. жира оленя домашнего, да? Ну да, это олень домашний, а вот этот баран, ну видите, вот такой он, это очень жирно, ребята. Вот это вот все жир. Я считаю, мясо барана это самое вкусное мясо. Это в Якутии. Причем очень дорогая, очень вкусное мясо. И она очень питательная. Кстати, она рацион питания входит входит этот, золотой конь. Кушает. В рацион питания Да. самого, да, животного, да? Еще говорят женщин, да? Женщин. Поэтому, ребята, она очень, мясо очень полезно. В какое время года охотятся животные? Так, ну, сезон охоты открывается с начала августа по конец ноября. Гон происходит у барана где-то с середины ноября до конца декабря. Гон у самцов. Ну какие трофеи удавалось добыть? Так, ну, я в этом году добыл одного очень такого супер барана. Он у меня оказался, он вошел в десятку больших трофеев это мира, именно свежего барана в Якутии. Не России, именно мира, да? Да. Там, считай, 8 место. Показал 8 место. Балл у него 411 баллов. Ну, те, кто знает, понимают, что такое баллы, книга рекордов, имя трофеев. А для непонимающего человека, вот как можно объяснить для обывателя? Вот как замеряют там размер рог там или я не знаю, что там? Что и кто это делает вообще? Да. Тут у нас в Якутии есть официально есть один человек с предназначением, он официальный измеритель в Якутии. Он не только барана, да, и медведя может это, измерять на трофейных и сахаты, допустим, косули, допустим, да. Измеряется именно по сумме баллов рог барана. Это уже длина рога и толщина рога. Так, и все это суммируется и считается. Выводится балл. Да, и выводит балл, да. Рис у нас уже готов. Вот, мы сейчас открываем микроволновочку. Давай Вытаскиваем наше чудо. Вот, чудо посуду нашу. Вот. Значит, так, мне уже нажатием, самому вот, интересно. вот эти ушек нажатием двумя руками открываем Так, крышечку. Очень просто и легко. Вот рис у нас. О, все, это что, готов. он уже готовый, да? Шикарно просто. Да. Вот. Ну, Попробуй, готово. все, готово. Вот, гарнир. Рассыпчатый рис. Во. Не слипся, ничего. Во. Сейчас вот это да, ребята. соусом мясным его кушать и кушать. Соль как раз вообще четко. Самое главное, сразу не солить мясо такое. Если не знаете, оно жесткое или мягкое, лучше в конце солить. Ну что, Афанасий Романович, со скольки лет охотишься? Так, ну как сказать. Охотимся мы уже с малых лет, ребята, с малых лет. Я как помню, по-моему, с 10, с 11 лет. Мы ходили с отцом на Курпатку. В
то время у нас были зайчики были, охота на зайца. Лично же. А в последнее время у нас вообще зайцев уже нету, считай, мало.
А лосей сколько знаешь? Лоси же есть? Лось. Лось, ага.